Таджикистан превращается во вторую Северную Корею. Диктатура в стране процветает. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. В Таджикистане никому житья не дают, ни предпринимателю, ни писателю. Так обрисовал ситуацию в стране пользователь Фейсбука под ником Хурасони Бузург, оставив комментарий под статьей о задержании таджикского писателя Абдукадира Рустама. 64-летнего Абдукадира Рустама сотрудники Следственного управления Генеральной прокуратуры Таджикистана задержали вечером 31 августа, в то время, когда он выходил из здания международной клиники Ибн Сино в Душанбе. Абдукадир Рустам работает заведующим отделом кадров таджикско-иранской клиники. Правоохранительные структуры задержания писателя не комментируют, однако осведомленные источники заявляют, что оно связано с изданием книги воспоминаний владельца клиники Ибн Сино Абдухалила Халикзады «События моей жизни». Абдухалил Халикзада в соответствии с письменным ответом Верховного суда Таджикистана на запрос обвиняется в разжигании социальной, расовой, национальной, региональной, религиозной, конфессиональной вражды или розни, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Абдукадир Рустам – один из редакторов книги «События моей жизни». Задержание таджикского писателя осудили пользователи социальных сетей из числа интеллигенции и оппозиционные группы и организации, которые потребовали безоговорочного освобождения Абдукадира Рустама. Оппозиционное движение «Группа 24», запрещенное в Таджикистане, в опубликованном 2 сентября заявлении написала, что арест Абдухалила Халикзада и задержание писателя Абдукадира Рустама свидетельствуют: режим в Таджикистане понимает только язык силы. Национальный альянс Таджикистана, организация, запрещенная в Таджикистане, назвал арест Абдукадира Рустама посягательством на духовность нации. Мы считаем, что после того, как авторитарный режим в Таджикистане арестовал политиков, журналистов и правозащитников, решил подвергнуть жестокой цензуре литературную сферу в стране и таким образом создать основу для промывания мозгов народу Таджикистана, говорится в заявлении, опубликованном 2 сентября. Соцсети продолжают реагировать на задержание известного писателя. Пользователь Фейсбука Джамшед Аминзада пишет: «Таджикистан превращается во вторую Северную Корею. Этот режим является врагом науки, образования и свободомыслия». Пользователь Инстаграм по имени Камрон уверен, что люди, подобные Абдукадиру Рустаму, пишут о боли народа, и это, скорее всего, кому-то очень не понравилось. Нашему правительству сейчас не нужны свободомыслящие люди. Власти нужно стадо баранов, а не общество. Стадом управлять легче, пишет в Инстаграме пользователь под ником Далерон. Другой пользователь Инстаграм Камалидин говорит, что именно из-за такого отношения властей к интеллигенции продолжается утечка мозгов. Когда сегодня люди увидят, как власти обращаются к этому человеку, завтра 100 человек, богатых и образованных, уезжают из страны, и еще сильнее обострится проблема нехватки кадров, отмечает он. Некоторые активные пользователи соцсетей уверены, что именно безмолвие общества сделало таджикские власти более смелыми. Пользователь Фейсбука Шавкат Мухаммад пишет: «Задержанием писателя Абдукадира Рустама, который долгие годы был далек от политики, режим вышел за все рамки. Абдукадир Рустам, если бы критиковал кого-нибудь, то соблюдал бы все моральные и юридические нормы. Власти не терпят даже этого. Абдукадир Рустам – истинный писатель и ученый. Тюрьма – место тех, кто по фальшивым дипломам и документам старается руководить народом этой страны», отмечает пользователь Мухаммади Аддинабек. Тем временем небольшая группа пользователей соцсетей одобрила решение властей о задержании Абдукадира Рустама. Они считают, что писатель и его единомышленники совершили ошибку. Некоторые пользователи выразили надежду, что Абдукадир Рустам будет освобожден после допроса. Власти причину задержания писателя не комментируют. У близких Абдукадира Рустама нет информации о его местонахождении, и они выражают беспокойство за судьбу и безопасность писателя. Абдукадир Рустам в прошлом работал в душанбинском издательстве «Ирфон» и еженедельнике «Светочи дня». В 90-е годы перебрался в Казахстан, но в 2023 году вернулся на родину. Абдукадир Рустам – известный писатель, автор 2 романов и сборников рассказов. Он также подготовил и издал книгу стихов основоположника таджикско-персидской литературы Абу Абдулло Рудаки «Диван Рудаки», которая получила высокую оценку в Иране. Многие годы правительство Таджикистана подвергается критике
на международном уровне за подавление инакомыслящих, аресты и тюремное заключение журналистов, а также за давление на независимую прессу. Только за последние 1,5 года в Таджикистане 8 журналистов и блогеров были осуждены на срок от 7 до 21 года за якобы сотрудничество с запрещенными организациями, обвинения, которые правозащитники и самими осужденные называют сфабрикованными. Как вы относитесь к такой ситуации? И кого вы поддерживаете? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.